Халед Хоссейни. «Бегущий за ветром». Эта книга посвящается Хэрису и Фаре, светочам моих очей и всем детям Афганистана. Глава 1. Декабрь 2001 года. Тем, кто я есть, я стал зимой 1975 года в морозный пасмурный день. Эта минута навсегда врезалась мне в память. Пригнувшись, я хоронюсь за саманной стеной у замерзшего ручья и украдкой наблюдаю за тем, что совершается в переулке. Все это происходило давно, но не верьте расхожим присказкам, что, мол, было и быльем поросло. Прошлое впивается в тебя, словно когтями, не оторвешь. Оглядываясь сейчас назад, я четко понимаю, вот уже 26 лет кряду я тайком наблюдаю за тем, что творится в переулке. И нет этому конца. Этим летом мне позвонил из Пакистана мой друг Рахим Хан и попросил приехать. Я стоял в кухне, прижав к уху телефонную трубку, и сознавал, это непростой звонок. Меня настигло прошлое, мои неискупленные грехи. Закончив разговор, я вышел прогуляться. Путь мой пролегал вдоль озера Спреклс, у северной границы парка Золотые ворота. Едва перевалило за полдень, солнечные лучи сверкали на поверхности озера, по воде пробегала легкая рябь. Свежий ветерок раздувал паруса игрушечных корабликов, в небе плыла пара красных воздушных змеев, их длинные голубые хвосты полоскались в воздухе. Люди, деревья, ветряные мельницы и прочая мелочь остались далеко внизу, и змеи величественно созерцали Сан-Франциско, город, который стал мне домом. И тут я услышал слова Хасана: «Для тебя хоть 1000 раз подряд». Голос мальчика с заячьей губой, который обожал запускать воздушных змеев и всегда первым прибегал к месту их приземления, отчетливо прозвучал у меня в голове. Я присел на лавку под ивой, стараясь переварить слова, которыми Рахим Хан закончил разговор. «Тебе выпала возможность снова встать на стезю добродетели». Глядя на воздушных змеев, я думал о Хасане, думал о Бабе, об Али, вспоминал Кабул, вспоминал, как я жил, пока не настала зима 1975 года. Эта зима все изменила и сделала меня таким, какой я есть.